Начнем с того, что мы втроем с серьгами. Мать, у тебя ребенок плачет. Нет. Вставай. А что, так можно было? Родители сами еще лютые дети и вообще не могут никак обеспечить ни его, ни себя. И часто такие браки потом распадаются. Если женщина позволяет мужику быть с животиком и как бы гордиться этим, значит, этой женщине этот животик нравится, она туда бучкает. Любая тема для разговора, которая интересна ребенку, должна быть максимально нейтрально просто преподнесена. Воспитание само по себе – это когда родитель показывает пример. Батя меня убьет! Мне батя сказал! Так ты в морду, да, и там законодательно от домашнего насилия почти никто, почти никак не защищен. В нормальной психологически здоровой семье вряд ли вырастет ребенок, который потом пойдет зубасить. Да? Чуть больше европейских ценностей, конечно, у белорусов. Чуть больше ответственности, скорее всего. Для белорусов, в принципе, они чуть больше ответственны, чем русские. Ну, можно было бы и выпить. Нет, не сегодня. Нужно поговорить. Да. Купание ребенка, сказка на ночь, субботние блинчики. Как вы думаете, о ком это я? О матерях? Нет, о себе. Да, разные бывают периоды в жизни. Бывает, что ты очень хороший папа, а бывает, ну так, себе. Но меня всегда заботил вопрос, а вот как оценить белорусских пап и белорусских мужчин? Какие они отцы, какие они дети, какие они мужья, какие они папы? Вот об этом мы сегодня и перетрем. Хотя темка очень непростая. Наверное, те женщины, которые сейчас нас смотрят, говорят, это вы еще моего не знаете. Ну, да, я не знаю, но, может быть, мы найдем какие-то точки соприкосновения и с ним. Что было первым? Курица или яйцо? Да черт его знает. Я даже не знаю, честно сказать. Потому что у меня главное, чтобы яйца пашот получились. А что, какое оно там было, курица или яйцо? Что там первый? Какая разница? Человек, кто придет, есть будет. Надо, чтобы как-то это все было прилично. И сегодня у нас яйца по-турецки. Достаточно простое блюдо, но это тот завтрак, который, в принципе, может как-то украсить, например, воскресный день. Поэтому яйца по-турецки. И с нами первый гость. Я могу о нем говорить очень долго. Даже не побоюсь такого слова, часами. Я могу часами рассказывать о нем. Почему? Потому что этот гость был одним из ведущих актеров Белорусского свободного театра. И он был точно одним из самых надежных актеров. Я вам скажу, это как свидетель, я с ним сыграл вместе, наверное, около сотни спектаклей. И сколько раз он меня выручал, и сколько раз он выручал других актеров, это не сосчитать. Помимо этого, он музыкант, очень известный, очень хороший, очень веселый, который вместе со своим другом Пашей Городницким организовал группу РСП. А еще он нашел свое новое призвание, помимо творчества. Он совершенно уникально восстанавливает автомобили. Поэтому сегодня у нас в гостях мой давний друг, как минимум 20 лет, Денис Тарасенко. Ну, яйца по-турецки, я тебе сегодня Скажи, сделал. пожалуйста, как я у тебя ассоциируюсь с яйцами? Почему именно я и выбор такой, я и яйца? Я и яйца. Потому Это как у тебя что, ассоциируется? во-первых, ты папа. Хорошо. Значит, как-то же ты им стал. Ну, логично. Ну и все. Ну, хорошо. Значит, сначала я тебе рассказываю. Я пока буду делать предварительные эти самые. Там, йогурт смешаю с чесноком, чуть-чуть пробью блендером, подготовлю хлеб, пожарю, чтобы тебе положить красиво в тарелочку, разберусь с маслом и с перцем чили, буду по ходу рассказывать. Даже не важно, чтобы ты что-то делал. Хотя ты можешь... Я же могу что-то делать, Конечно, правильно? Что? желательно.
взять и вот без веток оборвать вот тонкие ветки и мелко порезать укропчик. Срубили нашу елочку. Зарубили нашу елочку под самый корешок. Да. И то же самое сделать с укропом. С укропом. Да. А пока, понимаешь, параллельно я хочу, чтобы ты мне все-таки отвечал на поставленные вопросы. Ты какой папа? Я папа биологический. Биологический отец своему ребенку я. Да. А ты хороший? Я недавно задал этот вопрос собственному сыну. И Сколько ему? Давай поясним для... Моему сыну 10 лет. 10. 10 лет. Учится в 5 классе польской школы. Я говорю, Саша, его зовут Саша. Говорю, Саша, вот смотри, у меня непростая задача. Я иду на съемки на тему отцовства. Мне нужно знать твое мнение. Я хороший папа или нет? Саша задумался. То есть задумался? Да, задумался и сказал, хороший. Я говорю, так, что тебе от меня нужно? Что? Сколько? Сколько это стоит? Он сказал, потом... Да, там надо было, в общем, какую-то купить расширение в игру компьютерную, ну, что-то для компьютерной игры. Конечно, в этот момент папа хороший. Но как только папа сказал, хорошо, Саша, без вопросов, значит, ты моешь 2 тарелки, 20 злотых надо было, ты моешь 2 тарелки, каждая тарелка стоит, значит, по 10 злотых. То есть папа подошел, да. Папа тут же стал плохим. Ты плохой, говорит, папа. Я говорю, ну, плохой папа не дает денег. Хороший. Я снова стал хорошим. Вот я такой папа, плавающий. То есть это такой зависящий от ситуации, скажем так. Это греческий йогурт, который мы выкладываем, выдавливаем туда пару чесночков. Да. Я наслышан, тот самый знаменитый греческий йогурт, да. Почему яйца по-турецки с греческим йогуртом делаются? А потому что турки не завезли йогурт. Я помню вашу историю, как вы поженились, как это, ты такой вдруг внезапно, человек такой рок-музыкант, у которого была своя скамейка в парке Челюскинцев. Да. И вдруг он говорит, давай мы будем с тобой заводить отношения, но только сразу там жениться, дети, прочее. Это внезапная какая-то история? Я пришел к тому, что я, в принципе, способен заботиться о живом организме, тогда, в тот момент, когда у меня появилась кошка дома. Я приезжаю, это история... Это история, сейчас мы говорим о семье? Грустная. О семье, родительской семье. Да, я всю жизнь хотел кошку. И всю жизнь у меня этой кошки не было. И вдруг я приезжаю... Кошку, не собаку, ты кошатник. И кошка, да, мне собака не надо было, мне собака. Достаточно столько или еще? Еще можно. Весь лес, да? Да. Хорошо. И вдруг я приезжаю с каких-то гастролей с театром, открываю дверь, и мне на порог выбегает кошка. Представляешь? Пока я был на гастролях, дома завелась кошка. И у этой кошки котенятко было. И эта кошка потом как-то то ли сбежала, то ли что. Это мутная история. До сих пор я не хочу близко к сердцу ее принимать, потому что расплачусь. А котенятка-то осталась. Да. Котенятка-то осталась. И там котенятка была такая, что я ее выкармливал с пипеточки. Настолько маленькая, в ладошечку. Ну, такая совсем еще, почти только вот глазки, там, недели 2, наверное. Ты такой был батя для нее. И вот, ты понимаешь, настолько эта котенятка ко мне привязалась, и я к ней, что она была как собачка мне. То есть куда я, туда она. Она за мной хвостиком ходила, эта котенятка. Все, и я с тех пор понял, что, в принципе живой организм при моей заботе и уходе не умирает. Да, то есть остается в живых, и у тебя есть пипетка. И у меня есть пипетка, как минимум. Почему бы мне не завести ребенка? Поэтому я подумал. Вот. Это мы сейчас с тобой разгоняем шутку или это правда? Это абсолютно правда. То есть я понял, что, допустим, я без этой кошки уже скучаю, мне ее уже не хватает. А чувства-то, эмоции же, я испытывал, человек же испытывает одинаковые эмоции, что к ребенку, так что абсолютно. К котенку, по большому счету. У меня когда умер мой пес любимый, я конечно, это как потеря 2 недели близкого плакал, человека. Да, естественно. Поэтому я совершенно знал и ощущал себя готовым к проявлению заботы, ответственности, и так далее. Что там еще сопутствует отцовству? Ты знаешь. Да, это все сопутствует на самом деле, потом по концовке выясняется. Скажи мне, ты предложил, все, давай, будем так. Она согласилась. Согласилась.
И дальше вы начинаете... Вы даже как-то планировали ребенка сразу? Или нет? А это как-то там как получится. Это как-то естественным образом случилось, потому что мы были какой-то одной... Вот, мы словили резонанс друг с другом, да? То есть как-то мы подумали, что вот было бы неплохо, чтобы у нас появился Сашка. Именно Сашка? Он всегда был сразу Сашкой. То есть мы даже не думали над именами. А что вот, я помню этот вечер, когда мы... А почему? Это в честь кого-то или... Нет, Нет, просто вот почему-то. Мы были уверены, что это будет, может, даже если девочка. Это была бы Александра. Александра, Да, была бы Александра. Логично. А я произношу слово Сашка раз 125 в день. Потому что, там надо. Потому что этот рок-н-ролл не заканчивается до сих пор. И вот ты стал батей. Да, батей. У тебя сразу сравнение пошло с тем котиком? С кошкой? Да. Ну, я был, слава богу, подготовлен уже. Я же был батей для кошки. Повзрослел. Ты? Знаешь, что ты... А во всем виновата кошка. Что дальше происходило? Ребенок растет, ты батя. Ребенок растет, я тебе батя. нужно- Да. и тебе вот нужно- Я именно батя, потому что... Отставляем, я вот Потому что чуть-чуть, что? я бросил сюда Перчика. перчика, Да. На масле немножко это, да? масла, да, какое стало чуть-чуть, но цвет это такой почти нуазет, и это такой чуть-чуть. Я знаю, да. это оттенок белого, да. Да, и теперь нам нужно будет варить яйца. Но варить мы их будем по-турецки или по-нашему? Мы их будем варить пашот. По-шот. Пашот. Шот, то есть коротко будем варить. Нет, мы не пьем пашоту, а мы просто варим пашот. Яйца. Ну, можно было бы и выпить. Нет, не сегодня. Смотри, он начинает расти. Да. Мы вернемся к тому, какой ты папа, Батя. какой ты батя, Батя. какой ты муж в это время. Я муж, который включен в это время в взращивание ребенка. То есть там большая часть заботы, большая часть вскармливания, большая часть... Это уксус. Вскармливание, но это не ты. Я кормил ребенка. Матерью. Матерью брал мать. На, ребенок ешь. Ну как? Не, было смешанное вскармливание, и там надо в 3 часа бутылочки сделать. Все, я встал, я пошел в 3 часа, прокипятил, кастрюля, кипятится. И в это время ты еще работаешь? Бутылочки. В это время я либо уже собираюсь на работу, либо пришел еще с работы. Все, бутылочка делается, смесь, пожалуйста, все, там 40 минут надо носить ребенка на руках, 40 минут я ношу ребенка на руках. То есть для меня это не было никакой проблемы, дискомфорта. То есть это было совершенно естественно, и это не было как... А какие есть варианты другие? Такого не было. Ну, типа, мать, у тебя ребенок плачет. Нет. Вставай. 3 часа ночи. Нет, у нас таких вариантов не было. У нас... Странно. Почему? Нельзя. Вот видишь, изначально А так нельзя можно было? наоборот. А что, так можно было? Мне супруга подкинула статью. Она, когда знает, что эфиры такие сложные, как у нас с тобой сейчас. Чем сложно? Это была шутка. Она подкидывает мне какую-нибудь провокативную статью. И причем это не важно из каких источников. Это может быть и британская, может быть и украинская, может быть и белорусская, не имеет значения. И вот она мне говорит: у меня для тебя есть статейка, но она из какого-то русского ресурса. Не ахти какая рекомендация, но тем не менее я прочитал, и я прям вот думаю, с кем не сравниться, как не с восточным соседом, да? Ну-ну. И вот эти цитатку оттуда. Да. Даже не цитатки, а это заголовки. Статья называется «Замуж за Или белоруса». За нож хвататься? Нет, не наоборот. «Замуж за белоруса. Чем белорусские мужчины лучше российских».
Ну, напрашивается ответ всем, да? То есть, как бы, Ну, нет, не всем. но тут главы есть, главы. Да, да, Например, да. первая глава, они хорошие отцы. Ага, Ты согласен с этим? не все. Не все, да, Не не, все. мы не берем, да, я понимаю, но мы... То есть я вообще, когда, вот, допустим, кто-то вот что-то, то есть, допустим, там... мы не рассматриваем, мы да, рассматриваем, мы там, рассматриваем... евреи хитро. Не, ну это детский Ну, сад, да. белорусы лучшие отцы. Нет, не лучшие отцы, они хорошие отцы. Хорошие отцы. Да, но и при этом разводов, да, 50%. если не Нет, больше, я да. думаю, что не больше. Я все-таки про некий культурный слой. Я про традиции, вот про это. Потом следующий, А мне например. отвечать или... Да, давай, вот они ну, хорошие допустим, отцы. хорошо, почему хорошие отцы? Вот как я разумею суть проблемы, да? В том, что все-таки Беларусь не Россия, слава богу. Абсолютно. Да, и все-таки... Более чем. Да, восточный менталитет татарско-монгольского ига не полностью проник Да, у как бы нас в все-таки от белорусскую магдебургского права кое-что осталось. название только, название, к сожалению. Вот, поэтому, ну, то есть чуть больше европейских ценностей, конечно, у белорусов и чуть больше ответственности, скорее всего. То есть белорусы, в принципе, они чуть больше ответственны, чем русские. Ну да, согласен. Во всех сферах. Во всех сферах. Во всех сферах. Поэтому и отцовство это равно ответственность. Да. Поэтому мне кажется, что может быть по этой причине. Вторая глава. Они не конфликтные. Белорусские Да. отцы. Они больше прибиты жизнью, скажем так. Просто жизнь настолько Ну подожди, ну прибивает домашнее, этих ты же отцов, понимаешь, что домашнее что насилие, ну, не приветствуется домашнее в Беларуси, насилие как не это приветствуется в нигде. России. Домашнее насилие вообще не в России оно приветствуется. Ну, декриминализировано. оно не приветствуется. Значит, что давайте насиловать дома там всех. Ну, нет, Нет, такой там же декларации, говорят, правильно? надо жену Оно иногда просто- бить. Оно просто как бы, ну, не сильно наказывается. Ну да. Да, это другое. На чем мы остановились? Что они не конфликтные. Белорусы? Белорусы, отцы, мужчины. Менталитет другой. Вы не сравниваете восточный менталитет и, допустим, славянский менталитет. Разные совершенно менталитеты. То же самое южный и северный менталитет. Да. Совершенно разные люди. Да. Поэтому какой-нибудь там из Татарстана русский отец, он будет совершенно по темпераменту, или там из Дагестана, да, русский отец, он будет дагестанский отец. Он будет совершенно, бурятский. да, те самые знаменитые самые бурятские отцы, которые которые- поехали за унитазом. Да. Это же будут совершенно разные люди. Белорусы по темпераменту другие. Поэтому, может быть, этой женщине не показалось, что они спокойные. Ну, они спокойнее, чем, Спокойнее, безусловно. да, Они чем бережливы. русские, естественно. Ну вот у каждого моего Бережливый, ну, знакомого, понимаешь, вот вот это, бережливость, который- понятие бережливости, опять же, давай рассмотрим, что такое бережливость. Ты бережливый, кстати. Это бедность. Либо бедность, Подожди, либо грамотное подожди, не, распределение. Вот слушай, вот даже у меня там куча друзей, Ну. и я не знаю, есть ли такой среди них друг, который не произносил фразу «подушка безопасности». Подушка безопасности. Это Вкладываем в валютку, валютку, складываем отдельно. Да. А знаешь пусть лежит. почему это? Ну, ты знаешь почему это. Все от бедности. Это травма это травма поколения белорусского народа. Это национальная белорусская травма. Оно есть этот элемент, Да, но у меня ощущение, да. что есть и другой момент, что белорусы как такие европейцы, да, они такие, давайте будем бюджет, вот это мы поедим, тут мы отложим, это мы нам Правильно, с тобой потому что лететь этого в бюджета Грецию, просто где дядя курит. может просто не хватить. Вот и все. Просто, Да. ну, совок как был, совок таки остался. Ничего не поменялось. По большому счету, люди в Беларуси живут, ну, занимаются выживанием, не жизнью. Там же не жизнь, там Вы выживание. пишите в комментариях вообще, не сидите сиднем, не смотрите просто сидите. Да. Я сижу, смотрю программу. Напишите, вы бережлив, это значит Бережливость подушка безопасности это, для семьи? Это или- вынужденная мера, чтобы выжить. Нужно быть бережливым в белорусских реалиях, да. Но, к сожалению, это Ну да. так, да. Вот отсюда и бережливость, вот отсюда и вся эта прочая. Хорошо, еще один пункт здесь. Они следят за собой, и там даже она расшифровывает в этой главе о том, что большой живот не является, в отличие от русских мужчин, достоянием семьи, да, и что они как-то за собой следят и не стесняются говорить о том, что они пользуются там косметикой и как-то там за собой. Но это все зависит от мужчины, естественно.
Все зависит только от мужчины. А в случае семьи, то по большому счету все зависит от женщины. Если женщина позволяет мужику быть с животиком и как бы гордиться этим, значит, этой женщине этот животик нравится, она туда буськает. Вот, понимаешь? То есть так. Да. Если женщина не позволит мужику быть с животиком, Да, согласен. да, мужик не будет с животиком. Да. Вот и все. Да, но и если мы сравниваем с восточным, это, с нашими братьями живота? нашими, с культом живота, да, то, конечно, ну как-то я так привык к этим картинкам, какие-то там менты с пузами, какие-то ходят, какие-то люди. Я уж я не хочу наших там ОМОНовцев, бравых Общий ребят. уровень культуры, общий уровень как бы, ну, самоценности, самосознания. Разные совершенно ценности и требования. Там, ну как сказать, значит, там такие и женщины. Ну да, Понимаешь? потому что да, они сидят пьют на Вот. лавке. Ну, да, Значит, да. их все устраивает. Ну да, Ну, согласен, вот и согласен. Ну, тут Может быть, ты, такая же женщина и ты написала. не только этот, повзрослел, ты и помудрел уже, понимаешь? Ну, так это такие вещи, которые, как бы, ну, логично. Ну вот смотри, хорошо, сейчас мы будем тут яйца варить пашот. По-турецки. По-турецки. Да. Нет, по-турецки это будет все вместе, а это будет яйца пашот. Допустим, когда ты варишь яйца пашот, Корма, нельзя туда добавлять соль, потому что это сразу же разваливает яйцо. А нужно добавлять только уксус, вот 100 грамм уксуса добавил. И Что, сейчас больше мы в этом, мы в этом сварим. А ты знаешь, что яйца это просто богатейший источник не только белка, но и желтка. Да, кстати, В мясе ты желтка не найдешь, в не масле запишите, нет тоже. да. Это Только в яйцах. кулинария от Дениса Тарасенко. Вот, поэтому батя, я до сих пор батя. А батя я почему? Потому что я захожу как-то и слышу, Саша, значит, по телефону с кем-то разговаривает, и то ли он не заметил, что я зашел, то ли... я слышу такую фразу: «Батя меня убьет! Мне батя сказал!» Батя, Я понимаю, что вот он, тот момент, когда я стал батей. А тебе нравится эта Именно формулировка, батя. нет, батя? Как сказать? Да. Да, нравится, конечно, нравится, да. Мне нравится, что я батя. Притом батя я, когда он с кем-то там, я для других для батя, других да. А для А для него ребенка, папа. собственно, нет, не Нет. папа, чувак. То есть Чувак, это да, он да, любит да. такую... Он говорит: чувак, смотри, тут что-то мне показывается. И тут, смотри, чувак. Я понимаю, что я чувак, да. И тут твоя рок-н-ролльная... Нет, что-то там зазвучало, да. Нет, я понимаю, что ребенок меня в этот момент воспринимает не как отца, батю, то есть Да. фигуру свыше, да, а как фигуру наравне, как друга. И это не может не радовать. Да, я согласен. Да. Вообще, это лучше, это значит такой самый высокий уровень доверия. Да. Есть люди уже сформировавшиеся, и они не меняются. То есть какие-то основные привычки, мировоззрение, да. Ну, Смотри. это все- мы все скатываемся в психологию. Тарелка должна... Видишь, здесь горячая вода. Да. Тарелка горячая должна чуть-чуть быть, да, подогревается, да. тепленькая. А это с какой целью? А это чтобы твое блюдо не было холодным, а сразу сохраняло и не быстро не остывало. Ага, класс. Смотри, выкладываем йогурт. Ага. Теперь выкладываем, Йогурт био? конечно, органик. Теперь выкладываем 2 яйца. Пашот. Вот так вот они сварились, значит. Вот так они сварились, как любят люди говорить, в мешочках. Ну, у нас другие категории немножко. Околоплодный мешок. Вот, у тебя, видишь, у тебя уже есть тема какое-то же направление. отцовства, Да. Потом сверху еще добавляем йогурт. Когда же будет чеснок? Я жду этого момента. Сейчас увидишь. Чеснок там внутри, в йогурте. Потом добавляем укроп, петрушку. Ну, чуть-чуть. Да, немножко. И добавляем вот этого масла с чили. А ты железной ложкой это керамическая сковородка? Это нет, не керамическая, к счастью. Тогда можно. Вот, собственно говоря, то, чем я тебя хотел угостить в этот прекрасный завтрак. Слушай, прекрасно, прекрасно. Выглядит замечательно, изумительно. А пахнет як. Пахну я, Ну. да. И давай уже тогда перебираться за стол, тем более, что у нас должен уже прийти второй гость. Давайте.
что, сейчас вот нам нужно комплектацию бать добить, и можем продолжать Давай, дискуссию. Да. У нас будет сейчас гость, фотограф Егор Песковский. Егор, это Денис. Егор. Присаживайся, у нас сегодня завтрак, яйца по-турецки. Егор, ты батя? Сколько лет? 5, почти 6. Вот. Ты 10, а я 27. 16 плюс 27. Это старше нас всех. Да. Итак, яйца по-турецки, завтрак такой очень легко приготавливаемый на уикенд. Значит, поэтому рекомендую, чтобы он долго не остывал, а сразу переходить, сразу будем разговаривать. Это, кстати, блюдо, в которое соль каждый может добавлять сам, потому что как яйца это тот продукт, который каждый привык по-разному есть. С разной степенью солености. Вот смотрите, по моему убеждению, воспитание само по себе, это когда родитель показывает пример. Ну, то есть, потому что все эти разговоры просто там, сынок, там, не убей, не укради, да, как бы мало работают. Да. А твой пример, ты его наблюдаешь, помнишь, как поступали твои родители в той или иной ситуации, и такой сам руководствуешься этим. Или не руководствуешься. Так вот, у меня вопрос такой. Беларусь. Часть бать показывает пример, как нужно читать сказки, готовить еду, ведет себя примерно, делает карьеру. Сынок смотрит. А часть дубасит их палками, например. И получается, что у нас внутри Беларуси как бы два вида бать. И получается, что, наверное, дети – это тоже какие-то два лагеря детей. Что по-вашему на это? Что скажете? Я думаю, что это не только внутри Беларуси два вида бать, это, в принципе, распространенное явление, да? Отцы разные, но в Беларуси это все так сконцентрировано и более ярко выражено, допустим, чем в Европе. Слушай, ну ведь страна глубокой демократии. Конечно. Такого разделения же нет? Да, ну естественно. И, конечно, в той семье, где существуют гармоничные, взаимоуважаемые отношения, нормальные, в нормальной психологически здоровой семье, вряд ли вырастет ребенок, который потом пойдет дубасить других. Поэтому все, конечно, из семьи. Все, конечно, это то, что ребенок впитывает, то, что ребенок видит, то, что ребенок слышит, то, как он чувствует, как к нему относится. Это должна быть просто нормальная, психологически здоровая семья. Если в семье есть какие-то перекосы в виде вот такого плана отцов, которые не такие, как мы. О чем ты говоришь с ребенком? Обо всем. Мне кажется, что основы таких вещей, как воспитание детей, на том почти 6-летнем опыте, который у меня есть, они в том, что человек от самого рождения – это абсолютно полноценный член общества. И очень странно ожидать, если, допустим, я не знаю, ты там каждый вечер куришь сигарету и пиваешь такую баклажку пива, показывая пример этим. Там потом материшься, не знаю, кричишь на свою жену, на каких-то друзей. Очень странно ожидать, что он сам поймет, что так делать нехорошо. Скорее всего, он будет повторять эту модель поведения. И это история про то, что, в принципе, не существует запрещенных тем. И вот приползли жуки. Они постоянно там есть, мы их постоянно ловим с кузнечиками, с сверчками и просто обратно на улицу отпускаем. И вот два жучка вместе получали удовольствие. Дочка подходит и говорит: «О, папа, мама, это секс?» Мы говорим: «Да». Смотри, видишь, ну и говорит: «Давай мы просто отнесем на улицу, чтобы им было там комфортнее». Ну, то есть про эти вещи можно по-разному разговаривать, не нужно делать из них табу. У нас нет темы табу там, касаемо смерти, чего-то еще. То есть любая тема для разговора, которая интересна ребенку, должна быть максимально нейтрально просто преподнесена. Он видит твою реакцию. Допустим, если ребенок о чем-то тебя спрашивает, ты сразу пугаешься, становишься таким напряженным, о чем-то тяжело думаешь. Ребенок считывает эти эмоции за одну секунду. И как такового воспитания, я не знаю вообще, есть ли оно. То есть это просто такие общечеловеческие вещи. Я вижу по нашим детям, что это работает. То есть нет ничего сложного в этом. Но мы все-таки специфический срез бать.
Начнем с того, что мы втроем с серьгами такие. Да, я хотел посчитать, сколько у нас их. Получается, у меня 2. 4 на троих, нормально. Нормально, да. 5 на троих. Коэффициент 1 с хвостиком. Ну, получается, да, я тоже был не так давно, 34 года ходил, как и ты. У меня ребенок пробил ухо, носит вот такую серьгу с крестом. И ему нравится. 10 лет. 9 он это сделал. 9. В наше время такого не было. А вот в наше время... Я помню, что когда у нас старшая дочка захотела проколоть ухо, там, я не знаю, года 3, может быть, с половиной, ей было, точно сейчас не скажу, я их просто никогда не снимаю. Жена носит сережки, но снимает. И смешно было, что она говорит: мамочка, я хотел проколоть ухо, чтобы быть как папа. Ну, это было очень смешно и мило. Легализовано огромное количество новых моделей сожительства семьи. Ну, child-free, там раздельное проживание, там полигамия, свободные браки. То есть то, что раньше было каким-то преступлением, Ну, теперь это это же такое... нелегализованные формы. Я имею в виду легализованное в партнерства. том, что морально легализованное. Да? То есть они присутствуют, они могут быть. Ну да, но да. все соглашаются. Ну, ты когда уже тебе Ну, в там Беларуси говорят... это же хотят ввести ответственность за child free, например. Ну, то есть ты child free, Был иди посиди. в моей Ну, молодости тебе всё равно был детей такой не надо, идите в закон, тюрьму. этот самый налог на бездетность. То есть, Ну вот, да, одна из форм вот такой ну, дискриминации. но все равно эти модели позволяют строить семью, ну, по-разному, конструировать ее. Да. Вам комфортно в этом Если многообразии? Если партнером в этой структуре, скажем так, да, в этой ячейке, ячее, да, если им обоим, если это, допустим, child free, обоим комфортно, если они не испытывают дискомфорта, каких-то негативных эмоций и так далее, со знаком минусик, да, а мы не крали. Меня с моей женой, у нас там до 35 лет детей Дорого, не да. было. То есть, ну, по белорусским меркам, вот что мне дико там всегда не нравилось в рамках общества, это то, что тебя все начинали там, не знаю, после 27-28 люто пинать, и был такой период Пора в жизни, когда мы с рожать. женой просто сказали: слушайте, все, табу, больше эту тему не трогаем. Тебе Если же она, еще если она бы начинается, мы просто рожать, встаем и тебе уходим, же потому что, ну, это очень действует ну, не знаю, на психическое состояние Да, по-моему, и на девушки в том микроклимат в числе. семье тоже. Да, он на все действует. И было бы приятно, если бы в рамках традиции, в том числе в продвинутых семьях, ну, было какое-то понимание, что если, там, не знаю, парень и девушка вместе, они поженились, у них есть семья, они уже взрослые, они сами решают, когда им что делать, делать или не делать. И вот по мне гораздо лучше какое-то время быть без детей, но подойти к этому вопросу осознанно, с пониманием того, что ты этого теперь хочешь уже точно, подготовленным, потому что, ну, куча примеров, когда, там, не знаю, в 17-18 лет родился ребенок, родители сами еще лютые дети, и вообще не могут никак обеспечить ни его, ни себя, и, в общем, это получается большая проблема, и часто такие браки потом распадаются совсем, потому что, ну, просто на бытовом уровне не выносят, вот, не вытягивают Ну всех да, этих я вещей. знаю такую историю, когда у меня один из родственников, он гей и жил со своими родителями в разных странах. И его папа все время у него задавал один вопрос: когда ты мне подаришь внучка? То есть вот и это же какой-то такой элемент такого давления, да? То есть который, он даже не мог признаться, что это потому что боялся, Ну, что... нарушение личных границ просто. Всё. Мы делали спектакль здесь, в Варшаве, про детей и про взрослых. Да? Дети играли первый акт, где они высказывали свои претензии родителям, и родители не знали. Это была импровизация? Нет. Это было все подготовлено, но все делалось в тайне. И когда эта премьера состоялась, родители, мы спросили робко: вы готовы ответить или нет? И они такие: да. И мы сделали второй акт, и дети не знали, что им ответят родители. И потом этот спектакль много раз игрался здесь, уже в виде двух актов. Первый — это дети говорят своим родителям, а во втором родители им отвечают. И когда мы работали над этим, вот прям готовили вот эти драматургический материал на основании их историй, и мы поражались, какой спектр, безумный спектр внутри семей, мелких конфликтов на уровне просто поговорить. Но тут они нашли себе заочно поговорить, да, на сцене. То есть, что еще более драматизировало ситуацию, потому что зал весь плакал. Все сидят и плачут, потому что каждый из родителей вспоминает, где он накосячил что-то. И вот этот вот спектр безумный весь сводится к одному, что нужно поговорить. Да? Да.
Секрет Так просто. всего лишь в доверительном разговоре. Все. И все. То есть отношения рушатся, тем более разрываются связи родителей с детьми, партнеров с партнерами, там, поколений. Только не из-за нежелания и неумения вести открытый честный диалог. Только. Все. Все проговаривается, все решается. Согласен? Да полностью. Собственно, это и был основной мой посыл про от того, с чего мы начали. То есть умалчивание, избегание, все эти вот... Ну, получается, Эти что моменты, это да, слишком пусть никуда, всё, это слишком разрушает. сложные системы взаимоотношений, а решение очень простое. Так получается. Да. И ему не Получается, нужно что так. учиться как-то Но специально. То есть для этого не человеку нужен к этому год. решению очень сложно прийти. Да. К этому Очень, просто да. очень сложно. То есть для этого, там, не знаю, годы формирования личности. Чем у тебя меньше Тебя было как в детстве или да, с детства да, таких примеров, тем тебе не очевиднее, что эта схема вообще рабочая. Вот тут об этом скорее речь. И мы возвращаемся опять к наследию воспитания там, на сколько-то поколений назад. Вот и все. Вот я говорил о безопасности, а безопасность в себя включает и как раз-таки доверие, такое базовое понятие, да, в отношении доверия. И безопасность – это стараться нанести ребенку, ну это неизбежно, конечно, детство для того и существует, чтобы обрастать травмами детскими. Но минимальный урон какой-то детской психике нанести своими действиями, да. Мы такие три бати в серьгах сидим и сахарно рассуждаем на эту тему. Да? А ведь в это время где-то кто-то кого-то в семье бьет. Да. И вот это, и это тоже не фрагменты, а это некое явление. Есть даже такая умозрительная связка: батя равно ремень. Ну да, Отцовский ремень, да, это же ну, понимаешь, целое что я что устоявшееся хотел выражение. сказать. Мы с тобой, кстати, проехали тоже полсотни стран, где работали и все наблюдали. Да. И я понимаю, что вот так вот Беларусь, вот тут мы получаем, ну, во всяком случае, максимум каких-то положительных форматов, да, сосуществования. И вот отсюда мы получаем какую-то дичь, да, которая тоже усваивается белорусами. И усваивается, приживается. Почему не дать по лицу женщине, которая плохо помыла тарелку, да? То есть и ты вот живешь в этом, ты не понимаешь, кто мы, где мы, да? То есть когда ты пытаешься эту самую среднюю температуру по больнице, да, понять, мы можем рассматривать эту общность белорусов как некое вот свое собственное явление? Или все-таки надо все раздробить совсем и сегментировать и понять, что будет и такое, и такое? В любой статистике, которая делается правильно, есть такой подход. То есть ты берешь какие-то крайние ситуации с этой стороны и с этой стороны, и берешь выборку того, что находится между ними. Откидываешь крайние ситуации, потому что это нестандартная выборка, и потом уже меряешь по ней. Здесь я не могу сказать, что это правильный подход в этом случае, потому что любой такой случай – это отдельная история, там, не знаю, какая-то отдельная травма у ребенка или у взрослого человека, если это с ним случилось. Но на это повлиять, мне кажется, невозможно, потому что, как ты повлияешь на то, какая модель поведения, не знаю, нравится твоему соседу там, или твоему какому-нибудь знакомому, далеко живущему. Хорошо, не мы. Как может повлиять? Это проблема общества. Это в Беларуси есть большая проблема с тем, что законодательно от домашнего насилия почти никто почти никак не защищен. Да. И такая же проблема с Востока есть. Ну там совсем там совсем она очень на высоком уровне. В Беларуси она тоже на довольно высоком уровне. И если сравнивать, например, как работают законы на эту тематику, вот в Беларуси, в какой-нибудь Польше, и двигаться дальше, да, разница будет очень большая. Да, если говорить о том, что с этим делать, то это должно быть, во-первых, я думаю, что есть такой запрос от общества, потому что многие люди просто боятся про это вслух говорить, по моим наблюдениям. А с другой стороны, должна быть какая-то работа государства, которая эту проблему решает или хотя бы старается решить, работает в том направлении, чтобы ее каким-то образом... Это какой-то перечень мер. Открывать. Да? Какой-то перечень мер, да. Условно говоря, наказание, естественно, за домашнее насилие, какая-то профилактика и какой-то контроль. Да? Когда у тебя первые лица государства в состоянии заявить, что я там дам ему по жопе и все такое, это модель поведения для всей последующей цепочки, там, не знаю, принимающие законы, принимающие какие-то наказания и так далее. И все понимают, ага, это нормальная тема, значит, можно действовать. Вот этого не должно быть, начиная со всех уровней. В британских изданиях была такая дискуссия на предмет того, что
когда дети отстаивают друг перед другом свои права, то это впоследствии, ну, посредством драки или там конфликта, да, то это сказывается потом на том, что они могут защитить свои права и права своих там, условно, сограждан. Да, то есть, и, собственно говоря, в 2020 год белорусы как бы не защищали свои права. То есть они вышли, декларировали, но не дошло до того, чтобы противостоять насилию. Белорусы защищали свои права всеми доступными, имеющимися у них средствами. В тот момент это было актуальное совершенно действие, и у нас не было других средств выражения защиты своих прав. А я с этим полностью согласен. У нас не было, там, допустим, подготовленных складов с оружием, у нас не было организованной логистики подвоза там, тех же шин автомобильных. Да? Это все... Я с этим полностью согласен. Я как раз сторонник этого. Да. Но посмотри, что происходит сейчас. Такая плановая радикализация сознания. Никто это не декларирует, а просто надо защищаться. Вот посмотрите Украина, вот посмотрите Израиль. Нам нужно точно так же защищать себя. И вот тут мы бати такие. Сложно сравнивать ситуацию в Беларуси и ту же ситуацию в Украине. Кардинально разные ситуации. Да? В Украине сколько президентов поменялось и сколько было таких случаев. Так и все. Не все. Не все, потому но... что же самоорганизация общества тоже же есть. Самоорганизация общества нет. Она разрушена. Почему? Она даже в выезде, массовом выезде за границу, это тоже самоорганизация общества. Возникают структуры, которые помогают адаптироваться, выжить. Это тоже работа. Но мы столкнулись с самоорганизацией общества в таких глобальных, в масштабах, которые действительно способны что-то сдвинуть, что-то изменить. Да? Во время ковида, когда люди, медики, когда волонтеры появились, да, когда именно вот эта взаимопомощь во время ковида, еще до 20-го и так далее. Да. Потом это все, уже почти сформированная такая вот вся структура гражданской самоорганизации, она переросла в 20-й год. Да. Это только там в 18-19 году такое явление возникло в Беларуси возможное. Все благодаря... исторически будем обсуждать период вообще. Это тема отдельного разговора. Я к тому, что это тоже наша безопасность семьи, да? Конечно. И ты как батя должен Дело все в том, что, реагировать возвращаясь к теме насилия, вообще насилие домашнее, там, между партнерами и так далее, это признак глубоко травмированного общества. В здоровых обществах насилия как такового нет. Да? То есть, что такое насилие? Это когда сильный давляет над слабым. Когда силы не равны. Это насилие. Когда дети между собой дерутся, допустим, третьеклассники мутузят друг друга, да? Сидят за одной партой, а потом перемена, и они начали мутузить. Это не насилие. Нет, конечно. Это не насилие. Возможно, так и надо делать. Потому что это, естественно, это отстаивание. Там, они пробуют себя, детям надо. Нам надо было. И сейчас надо тоже. Твое особое мнение? На пустом месте редко возникает что-то сразу. Это такой процесс долгий. Можно взять за основу ту же Польшу и сравнить с тем, что она из себя представляла, когда все развалилось. Да. Абсолютно равные были условия, что для Беларуси, что для Польши. Да, поляки даже говорили, вам, белорусам, повезет, у вас лучше. В Беларуси было чуть даже, может, и лучше в чем-то. И можно сравнить сейчас просто два государства. Я всегда очень любил Беларусь как место и люблю. Но если мы говорим про любые вещи, там, не знаю, там, на уровне урбанистики элементарной, мое мнение, что между нами сейчас 10-15 лет разницы минимум. Абсолютно. Хотя старт был одинаковый, время тоже было одинаковое. И очень хорошо видно, как работают разные модели. Развитие всей этой ситуации, начиная от того, когда люди могут выбирать того, кто всеми этими процессами рулит, либо когда, допустим, не могут выбирать. К сожалению, поляки смогли выжечь из себя диктатуру рабская, а белорусы не смогли. В глобальном смысле семья влияет на судьбы народов. Абсолютно. Получается. Абсолютно. Так и получилось. У нас получилась ровненько пирамида. Же, да? Все разлетелось к фундаменту. Мать, деспотичная мать, рос без отца. Да. Пожалуйста, Гитлер. Да. Вот еще я для себя осознал такую штуку, что, это отцовский ремень, да, но я даже понял, что шлепок по попе –
Это уже преступление против ребенка. Смотря как ты его даешь. Если это такой легкий игривый, после Ну, которого вы поржали. когда то, в игре, да, это да. еще, знаешь, одно. А вот вообще, Ну, конечно. это в принципе Ну, уже насилие. Это, конечно, это насилие, да. Насилие. И Тоже так неизвестно считаешь? потом, И еще унижение. какими... И унижение. Вот Ну, унижение причем даже, наверное, еще унижение больше. здесь страшнее, потому что если к этому добавить страшное лицо, не знаю, Там у какой-то ребенка момент целый агрессии, комплекс и чувство оно вины потом и на так далее, и так потом далее. точно Да. записывается, это И 100%. это все как снежный обрастает. Потом обрастает, загоняется в подсознательное и потом вылазит. в Слушайте, взрослую вот жизнь. сейчас Ну, просто мы про это говорили, и у меня пример один крутился в голове. Я недавно читал, какой-то был чат школы здесь уже в Варшаве, и ситуация была такая. Ребенка, мальчика стали несколько буллить, и он пошел к папе. Папа говорит, что так ты дай в морду в ответ. Ну, а что, это ж нормально, у нас так принято. Вот. И он пошел, ну и сделал, как сказал отец. А потом все было совсем плохо, потому что, да, его буллили как бы, но там по-другому должна была решаться вся эта ситуация, насколько я понимаю. Приехала полиция, дальше были разговоры с мальчиком, его почти оттуда исключили, потом разговоры с родителями. Говорят, слушайте, вы приехали в цивилизованную страну, если у вас какие-то есть проблемы, вы идете к директору, разговариваете с директором. В первую очередь за обращение к школе. Вот, и дальше у них начинаются уже разборки. Я точно знаю, что не на 100% эта схема рабочая, и есть какой-то процент школ, даже здесь, которые, ну так, спускают это на тормозах. Но большинство, там 90-95% эти ситуации точно разруливают, а очень часто за ними следят и не допускают, чтобы они в принципе развивались. То есть трудно понять, что там было причиной. Это такие парни лет там 14, 15, 13, вот такие, может быть. Но я больше про то, как повел себя здесь родитель. Он не попытался придумать ничего лучше, чем сказать, так ты в морду, да, и там посильнее в ответ, и нормально будет. То есть модель, которая была нормальная, рабочая. Ну, просто родитель дома. не знает других моделей, он воспитан Вот. так. А здесь как бы, да, ну кто-то может там друг друга толкнуть или что-то еще сделать, но в целом в рамках государства эта уже ситуация не считается нормальной. Это ненормальный способ решения проблем. У меня был пес Тори, английский бульдог. Однажды я как-то как же сказать-то? Немножко перегнул палку, и я почувствовал, что я его как-то наказываю излишне. И он обиделся. И я это понял, что он обиделся, потому что это трудно было не понять. После этого я восстанавливал с ним отношения на протяжении 2 месяцев. И в какой-то момент он вернулся ко мне. Вот не та бедная обиженная собака, а мой пес Тори, мой любимчик, которого я обожал. Это было очень тяжело, наладить с ним отношения. Очень тяжело. Но я постарался, потому что у меня выхода не было. Мы жили с ним вдвоем. И еще одна история. Когда я был маленьким, у нас была другая собака. Это был пекинес, которого звали Топли. Он китаец. И когда мой папа возвращался с гастролей, он начинал бегать из комнаты вплоть до туалета и в коридор, и обратно в комнату на дикой скорости. И мы понимали, что папа возвращается с гастролей. Хотя мы даже не знали, когда это произойдет, но он чувствовал это. И в тот момент, когда дверь открывалась, он падал в коридоре и писался. Так вот, мы должны быть такими папами, чтобы наши дети, если уж не писались, когда мы возвращаемся из командировок, уж по крайней мере испытывали от этого восторг. Вы все поняли, нет? Спасибо.